Дружко, каравай крае, дружко, каравай крае. Наш детский сад находится в самом центре города, и рядом с нами очень много исторических и культурных центров Казани, поэтому открытие нашего краеведческого музея, было нам как бы подсказано самой жизнью. Вопросы национально-патриотического воспитания дошкольников, они всегда были актуальны, и поэтому многие детские сады сейчас ищут какие-то свои современные, интересные формы работы в этом направлении. Тем более, что в нашем детском саду накоплен очень большой, богатый материал. Цель нашего музея, наверное, прежде всего, чтобы не оставить равнодушным ни одного нашего воспитанника, чтобы все увиденное и услышанное у нас нашло какой-то эмоциональный отклик в его сердце, в его маленькой душе. И выпуская детей в школу, мы совершенно точно уверены в том, что они будут гордиться своим детским садом, любить свой город. В нашем педагогическом музее имеется волшебный сундук, бабушкин сундук, әбиемнің сандығы. Здесь у нас собраны богатство, красота наших предков, наших бабушек. Мы эти богатства показываем детям во время наших занятий. Мы не только изучаем татарский язык с нашими детьми, но еще и с нашими детьми изучаем этнокультурную часть нашего татарского народа. И в этом сундуке есть вышитые полотенца, вышитые скатерти, шиккен сүлгілер, шиккен үстел жеймелері, түбетейлер, түбетейки и платочки. Естественно, наш народ все эти орнаменты, узоры брали из природы. Это разные цветы, которые растут на нашей территории, тюльпаны, ландыши, гвоздики. И их с любовью, душой вышивали на наших, на этих полотенцах. А мы эти узоры с детьми тоже рассматриваем, изучаем, рассказываем, и потом они уже их используют во время рисований, во время занятий. Они их называют, они их узнают. И мы рассказываем им, что эти всякие узоры, орнаменты еще у нас находятся в национальной одежде, татарской национальной одежде, тюбетейки. Тюбетейки.
камзолах, жилетах, в колфаке, платье. Мы все это детям показываем. Когда дети все это рассматривают, видят, уже с пониманием рисуют эти рисунки, с пониманием рассматривают и используем их в нашей жизни. Галимжан Гильманов. Мин татар мое эйдегес. Таныши Галимжан исемем. Раскиледети исемге жисемем. Шатнатеп силешем. Усь анам илимде. Ялмым, курекмым. Минбет усь илимде. Узимне, ватанне, саклага эзерлим. Дересен эйкенде, куптанан эзерлим. Başımda şekule kayıvet bete. Dıhava ukıra kiregen bilen mi? Şen tatar moye yiregen bilen mi? Невозможно представить татарскую культуру без национальной кухни. Мы детям нашим рассказываем, какие бывают блюда татарские, как мы наших гостей, приезжающих в Татарстан, встречаем с чак-чаком, национальное блюдо чак-чаком. Мы детям показываем, рассказываем, что народ, наш татарский народ с душой готовили эти национальные блюда. Наша заведующая, нашего детского сада, заведующая, вот все эти национальные блюда сама связала, крючком сама связала. И нас, воспитатели, тоже собирает, обучает нас, как их связать, проводит с нами мастер-классы. А мы уже детей наших обучаем, детям показываем, как это все готовится. Мы здесь видим шек-шек, и кыстыбый, и бәлеш, һәм эш-пышмак, һәм бауырсак. Чего только здесь нет, нәрсәгенә юк монда. Все эти блюда наши дети уже все пробовали, потому что в Татарстане у нас эти национальные блюда с удовольствием до сих пор готовим. Наш музей необычный. Здесь дети учатся не только смотреть и слушать то, что им показывают и рассказывают, но и являются активными участниками данного музея. Как мы видим здесь, ребятки знакомятся с кулинарией татарского народа и изучают технологию изготовления чак-чака, делают его из соленого теста. Yarlarım yok siyerdin eli uzun. Yakka bir yarlarım yok siyerdin eli uzun. Safiye karale, Allah'ım mübarele. Safiye karale, Allah'ım mübarele. Sine genge yolun meyvesi şey bulur eli. Sine genge yolun meyvesi şey bulur eli.
су астынан ықмаға, ақ үйден су астынан ықмаға. Матурлар шүберге бара, мені қайсығыз алла. Матурлар шүберге бара, мені қайсығыз алла. София Карале, Алдағым бір бар әлі. София Карале, Алдағым бір бар әлі. Сүймегенге yolunu sıyışa bulur әлі. Сүймегенге yolunu sıyışa bulur әлі. Killigizde oturdu ıslanır şeydiniz melle. Killigizde oturdu ıslanır şeydiniz melle. Safiye Karale, Aldağım bir barale. Safiye Karale, Aldağım bir barale. Sümegenge yolunu bu sıyışı bulur elle. Sümegenge yolunu bu sıyışı bulur elle. Safiye Karale, Aldağım bir barale. Safiye Karale, Aldağım bir barale. Sümegenge yolunu bu sıyışı bulur elle. В нашем педагогическом музее еще один из экспонатов – это печка. Печка бывает у каждой нации, и в русской культуре, и в татарской были печки. В наше время даже в деревнях уже печки не сохранились, потому что везде уже газ проводили. А нашим городским детям, тем более, печка – это что-то такое необычное. Даже если в деревнях уже нет печек, в городе тем более их нет. И мы детям, когда рассказываем, показываем про эту печку, дети рассматривают с удивлением. И мы им рассказываем, что там мы печем разные пироги, бялеш, ишпичмак, татарские национальные блюда. Рассказываем. Детям это все очень интересно. Они удивляются, что были когда-то такие печки. Действительно, это наша культура, наше богатство, которое уже годами постепенно исчезает. Мы теряем этих печек. Их только можно увидеть в наших национальных музеях. И мы очень рады, что в нашем детском саду тоже есть в нашем музее вот такая печка, которой можно детям рассказывать, и чтобы дети уже знали, как жили наши предки в старинные времена. Здесь же мы знакомим с культурой и бытом татарского народа, русского народа. Экспонаты в нашем музее меняются. Если мы изучаем экспозицию русской избы, значит, у нас здесь старинные предметы русские. В нашем музее пока имеется 3 экспозиции. Здесь представлен исторический быт деревни XIX века, образовательную деятельность здесь можно построить по многим направлениям. Это и речевое развитие, и познавательное, и изо-деятельность.
знакомимся с татарским национальным костюмом, с русским костюмом. Много говорим о том, что наши потомки были трудолюбивыми и знакомим их и с сельским хозяйством, и с животноводством. О быте рассказываем, что семья собиралась часто возле печи, и каждый занимался своим делом. Мужчины плели корзины из ивовых прутьев, а женщины вязали коврики.
В данной экспозиции мы хотели донести до детей речь о том, что мы, потомки героев Великой Отечественной войны, помним об их подвигах, помним о тех исторических событиях, о грозных военных годах, чтим память погибших. И здесь нам большое значение играет роль донести детям знания о Великой Отечественной войне. А еще наши ребятки любят играть русскую народную игру «Дрынди-брынди, бубенцы». Так, ребятки. Дрынди-брынди, бубенцы, позолоченные концы. Кто на бубенцах играет, того шнурки не поймаю. Кто на бубенцах играет, того шнурки не поймаю. Раз, два, три, ищи! Поймай, Артема. О, какой Артем, не хочет, чтобы Амелочка его поймала. Так, и... Оп! Молодец, Артем. Молодец. Так, давайте Роланчик поиграть. Садись. Нет, Верчик, садись. Я хочу Давай. Брынди-брынди, бубенцы, позолоченные концы. Кто на бубенцах играет, того шнурки не поймаю. Кто на бубенцах играет, того шнурки не поймаю. Раз, Два, три, ищи! Егор не хочет, чтобы его поймали. Догоняй его. Обойди всё. Молодцы! Молодцы! Ага. Вот так у нас ребятки играют русские, татарские народные игры, разные-разные. Дружко, каравай крае, друг.